ребята, меня зовут Джама и добро пожаловать на мой канал Jamkin Don't. Сегодня я хочу вам показать, как сделать вот такие вот пушистые кудри без плойки, без никаких насадок, без утюжков, можно сказать. Вам всего лишь нужны маленькие невидимочки, чтобы сделать вот такие вот пушистые кудри. У меня свои родные волосы прямые, и я всегда хотела, чтобы они были кудрявые. Мне кажется, каждая девчонка, у кого прямые волосы, меня поймут, когда мы хотим иногда немножко кудри. Так что я нашла способ, как сделать вот такие пушистые кудри без похода в салон. И самое главное, они кажутся именно натуральными, как будто они у тебя свои такие родные, кудрявые. Так что, ребята, если вам интересно, как делать вот такие большие кудри, оставайтесь со мной. Но хочу вам напомнить, если вы еще не подписались на мой канал, не забудьте подписаться сейчас и, конечно же, поставьте лайк. А вот теперь приступаем к туториалу. Ну что ж, ребята, конечно, начнем с чистых мокрых волос, иначе никак. Я разделила мой пробор, вы тоже можете разделить так, как вы обычно разделяете. Но сзади нужно все-таки разделить на два, не имеет значения какой пробор. Одну часть убираю в долечку, убираю назад, чтобы не мешало. А вторую часть тоже разделяем на два и убираю, чтобы оно не высохло, потому что волосы должны оставаться мокрыми. Будем работать теперь передней частью. Все расчесываю вперед, и я разделяю параллельно моему пробору, пропорционально, чтобы не слишком тонкие локоны были и не слишком толстые. И здесь я разделяю на два. Берем один из локонов и прикручиваем от лица назад очень-очень туго до конца, чтобы было удобно делать вот такую дульку. И, конечно же, можно закрепить невидимкой. Примерно так, чтобы не слишком туго, чтобы можно было спать с ними. Берем теперь другую часть, хорошенько от корня, можно сказать, прикручиваем туго-туго, потом начинаем прикручивать. Смотрите сами, не имеет значения, можете до конца прикручивать, потом или по ходу дела. У меня получилось как-то так. Вторую часть точно так же разделяю пропорционально, разделяю на два, точно так же и от корня прикручиваем. Здесь, ребята, в принципе, прикручивать все очень легко, можно сделать розочку, в принципе, очень легко. Самое главное здесь, как разделять волосы поровну. Как вот это, то, что я разделяю, это очень важно, потому что от этого зависит, получается, ширина локонов, ширина вообще кудрей, то, что они все будут красивыми смотреться. Старайтесь всех разделять поровну, чтобы они были друг на друга похожи. И эту часть я поняла, что разделить на два нельзя, и я просто взяла и сделала одну розочку. Приступаем к задней части. Здесь чуть-чуть по-другому, так как я эту часть сама не вижу, вы тоже не будете видеть, поэтому здесь уже на ощупь. Примерно можно нащупать такой же размер, можно сказать, локон и прикрутить, и в принципе дальше работать, пока волосы не закончатся. Здесь просто невозможно и неудобно смотреть на зеркало, поэтому на ощупь нужно брать столько, сколько вам нужно, прикручивать до конца и делать розочку и прикреплять невидимкой. Здесь я немножко перемотаю, потому что я знаю, здесь в принципе легко. Самое главное нащупать достаточные пропорции и, конечно, сделать дулечку. И все. Приступаем к правой части. Здесь точно так же разделяю на два, убираю в дулечку, разделяю параллельно с моим пробором. Как вы заметили, этот один локон оказался немножко маленьким, потом я решила вторую часть взять немножко побольше, потому что я поняла, что она слишком тонкая и кудри будут слишком тонкими, поэтому я взяла немножечко с другой части, получается, и начала прикручивать. Лично моя проблема была, как прикручивать мои длинные волосы в розочку. Если у вас очень длинные волосы, у вас такая же проблема будет, но не беспокойтесь, у вас все получится, самое главное туго-туго прикручивать, и все будет нормально. Ну, примерно так, ребята, я пошла спать, увидимся сейчас утром. Доброе утро, ребята! Я сделала мейкап уже следующее утро, волосы высохли, готовы к кудрям, можно сказать. Распускаю заднюю часть в начале, потому что передняя часть у меня это лесенка, и она всегда становится таким пушистым, поэтому я начала в задней части распускать. Когда распускаешь волосы, немножечко подтягивай вниз, потому что они очень кудрявые, их нужно немножечко расчесывать вниз. Как вы видите на видео сейчас, очень-очень пушистая, так что вначале будет примерно волосы такими, но не беспокойтесь, можно их немножко потянуть вниз, расчесать, будет нормально.
Мне очень-очень нравятся волосы, они такие мягкие, как будто кукольные волосы. О май гад, я здесь точно похожа на пуделя. Я немножко подтягиваю все вниз, хорошенько руками, потом они сами уже потихонечку придут в себя, не будут такими слишком пушистыми. Ну и что ж, ребята, на этом все, надеюсь, вам понравилось видео. Если понравилось, дайте мне знать в комментариях, и не забудьте поставить лайк, и, конечно, не забудьте подписаться на мой канал. А мы с вами увидимся на следующем видео. Пока-пока!